Арнайы топ генерал-майор Серік Күдебаевтың шекараның қай жерінен кесіп өткенін анықтап жатыр. Бұл туралы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің орынбасары, шекара қызметінің төрағасы Ерлан Алдажұманов мәлімдеді. Сотта ісі қаралып жатқан Серік Күдебаев қашан және қайда қашып кетті? Осы және өзге де сұрақтарға Ерлан Алдажұманов жауап берді. Да, действительно, господин Күдебаев государственную границу через официальные пункты пропуска не пересекал. Значит, в связи с поступлением информации о том, что возможно убыл в Киргизию, оттуда убыл в другие третьи страны, значит, погранслужбой начата служебная проверка для выявления возможного места пересечения государственной границы нелегального. Значит, для работы этой подключены у нас соседи, официальный запрос в пограничную службу Кыргызской республики направлен. Я думаю, сейчас преждевременно говорить что-либо, потому что мы не знаем место пересечения государственной границы. После, я думаю, проверки, надо нам дождаться окончания осуществляемой сейчас проводимой проверки, и тогда более-менее картина будет ясна. Вместе с тем хочу дополнить, что Генпрокуратура, возможно, уголовное дело по данному. Бишкек арқылы. Мен айттым ғой, мен Бишкекке шекара қызметіне сұраныс жібердім. Қазір ресми жауап келген. Әлі ресми жауап болған жоқ. Келген жоқ, ақпарат болды. Шекара қызметі қайда қарап отырды, қалай өткізіп жүр? Ондай негізгі фигурат қалай бақылаудан тыс қалып жүр? Говорят, он на Кипре Бірнеше күн бойы сейчас. сотқа келмеген, неге оны үйіне барып тексеруге Негізгі мүмкіндік фигурат болмады ма? солай қарап Это жүр. не его. Скажите, пожалуйста, какие следующие действия? Давайте я вам отвечу просто. Ряд вопросов, которые были заданы, не касаются нашего функционала пограничной службы. Я еще раз говорю, чтобы определить, как товарищ Күдебаев убыл через государственную границу, нам надо, во-первых, установить место пересечения государственной границы, провести разбирательство, чтобы понять сам смысл этой работы. Дальнейшие действия я вам уже объяснил и доложил. Как долго будет расследование? Служебное... Скажите, пожалуйста, вы обратились только к пограничникам Кыргызстана? Второе, скажите, вы передавали фоторобот, вы передавали какие-то сведения? Третье, вы допускаете, что он мог загримироваться там, под старичка, я не знаю, кардинально изменить внешность там, или еще что-то? Пожалуйста, ответьте. Я же вам объясняю. Третий раз, получается, я отвечаю на один и тот же вопрос, я вам объясняю, что Какие страны вы обратились? официально он государственную границу Республики Казахстан через пункты пропуска не пересекал. Значит, чтобы установить весь процесс, как было осуществлено нарушение государственной границы, сейчас проверка проводится. Нам в любом случае надо будет дождаться результатов данной проверки. Нет, в какие страны вы обратились? К каким пограничным службам стран вы обратились? С учетом курсирующей информации о том, что он убыл через Бишкек, мы обратились в пограничную службу Кыргызской республики. Только в Кыргызстан вы Пока обратились? да. А еще есть Подождите, вы фоторобот передавали? что через Узбекистан. В Узбекистан обращались? Я еще раз объясняю. Сейчас проверка идет. По мере выявления какой-либо информации мы будем обращаться в Узбекистан. Если надо будет в Россию будем обращаться. То есть в те страны, которые будут выходить по мере поступления информации в ходе проверки. мы Siz будем hep Kırgızistan'da жібердіңіз ба? Ресми Подождите, Қазір ну я отвечаете. Кыргызстанға Ал жібердім. Өзбекстан, Неге қазақша? Басқа елдерге. Ресей, Қытай. Скажите, вы Шек- Өтініш дайын қазақша. Кім Ортаға. Күдебаев мырза ресми түрде Қазақстан мемлекет шекарасына өткен жоқ. Қазіргі уақытта біз Қырғыз Республикасы мемлекеттік шекарасына сұраныс жібердік. Ресми жауап әлі келген жоқ. Шекара қызметтік тексерісті бастады. Сонымен қатар бас прокуратура қылмыстық іс қозғалды. Шекара қызметіне қанша күн керек? Бұны анықтау үшін, қалай өткенін шекарадан анықтау үшін қанша күн керек? Мен білмеймін. Тексеріс қанша уақыт алады, мен білмеймін. Есть вероятность, что он прячется сейчас, например, в Алматинских горах? Ну, это вопрос не ко мне. Но пограничные службы Я еще раз прочесывают. объясняю, что мы работу ведем. Сколько человек ведет поиски Кудебаева прямо сейчас? Я могу вам сказать, что подключен подразделение департамента пограничной службы по Алматинской области. Неше адам? А? Неше адам жұмылдырды?
То есть, предположительно, он Еще, может да. находиться еще в стране, да, по-вашему, если вы ищете в Алматинской Нет, области? мы еще раз объясняем. Мы сейчас ищем возможное место и информацию, и физически, и информационно возможное место пересечения государственных Скажите, границ. сколько человек именно от пограничной службы занимается поисками Кудебаева? У нас достаточно создана группа, совместная группа с подразделением Комитета национальной безопасности. Помимо этого работает группа от МВД, вот, других Это государственных сколько? органов. 100 человек, 10? Ну, я других органов не могу вам сказать. У нас к этому подключилось 6 пограничных застав, вот, порядка 300 человек. Күдебаев 23-24 күні қашып кетті. Неге бір апта бойы жарияланбай отырды ақпарат? 23 күні қашып кетті, 24 күні. Неге бір апта бойы жарияланбай отырды ақпарат? Қашып кетіп тұрып Мен білген жоқпын, қашты ма, қашқан жоқ па? Сіз білген жоқсыз ба? Білген жоқпыз. Еще такой Кім вопрос. білді? Мен айттым ғой, ресми өткізу пункттері өткен жоқ ол. А шекара қызметі қашан қалай білді Кудебаевтың елден қашып кеткенін? Шекара қызметі қашан қалай білді Кудебаевтың Қазақстаннан қашып кеткенін? Шекара қызметі қашан қалай білді? Скажите, пожалуйста, а где находится семья сейчас? Жауап берген жоқ әлі сұрақ қойма әріптестер. Қашан қалай білді? 27 марта. 27 наурызда. Наурызда, я. Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Где находится сейчас семья Кудебаева, его там жена, дети и так далее? Я не знаю, я не готов отвечать на вопрос, потому что данный вопрос не входит. Я еще раз объясняю. Здесь, да, факт пересечения государственной границы, возможно, незаконно был. Он официально государственную границу не пересекал. Не в этот самый, государственную границу официально не пересекал. Вместе с тем, вы поймите, что мы отвечаем за вопросы именно пересечения государственной границы. Где находится семья? И другие вопросы, связанные с этим, я не уполномочен на них отвечать, потому что в мою служебную обязанность и в служебную обязанность правительства службы это вопрос не входит. Вопрос по вашей компетенции. Скажите, пожалуйста, сколько участков границы Казахстана с Кыргызстаном у нас не охраняется, то есть где нет пунктов пропуска? Есть ли такие участки у нас, через которые можно пройти, и где нет пунктов? Ну, например, с Россией у нас такие участки есть. Я как житель северного региона вам говорю. Вот поэтому я спрашиваю, есть ли у нас участки с Кыргызстаном, где можно пройти, ну, в обход, скажем так, да, пограничных застав и всего. Ну, я вам объясняю. Если вы понимаете прекрасно, государственная граница Республики Казахстан составляет более 1200 километров. Ну, точнее, 1257 километров. Значит, на Алматинском направлении у нас горный массив Алатау. Я думаю, что, в принципе, при желании и отсутствии, скажем, на данном направлении технических средств охраны государственной границы, если поискать, то, возможно, может быть, и есть возможность пересечь государственную границу. Поэтому, чтобы точно установить, возможно это или невозможно, проверка проводится, я вам еще раз объясню. Скажите, пожалуйста, То есть такие участки у нас есть? Между границей Казахстана и Кыргызстана такие участки есть? 1257 километров. Из них сколько охраняется? Что значит, сколько охраняется? Сколько находится под пограничных подразделений выставлены везде. Участки пограничного состава где-то соответствуют, где-то превышают нормативы, это другой разговор. А так пограничные подразделения присутствуют везде. Скажите, пожалуйста, уголовные дела в отношении сотрудников пограничной службы сейчас возбуждены? Те, которые могли в сговоре быть, те, которые Я могли... объясняю, что Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту. Я им еще раз говорю, нам надо немножко дождаться результатов работы по данному уголовному делу. Данное уголовное дело возбуждено по факту. Я понимаю, что вы же должны понимать, что если уголовное дело возбуждено по факту, в последующем будут выявляться другие обстоятельства, связанные с этим уголовным делом, но здесь я уже не уполномочен что-либо комментировать. Но Есть- господин генерал, есть, какое количество есть. пограничников? Что, какое количество? Пограничников подозрения, какое количество? Уголовное дело началось несколько дней назад. Какие могут быть пограничные Скажите, подозрения? пожалуйста, почему только в Кыргызстан вы отправили запрос? Вот говорят, что он может быть в Турции. Запрос в Турцию вы не отправляли коллегам? Запрос в Турцию не мы уполномочены отправлять. Если будет необходимость, я думаю, комитет национальной безопасности запрос отправит. Господин генерал, я вас в 5-й раз спрашиваю, пожалуйста, ответьте, что вы указали в ориентировке на Кудебаева? Какие особенности? Там, я не знаю, может быть вооружен, может оказать сопротивление. там Мы еще дали что-то. его официальные данные. Так, какие данные? Официальные данные. Паспортные официальные данные. А внешне что-то там, я не знаю, внешние данные, особые приметы, там, ну что-то же должно быть в ориентировке? Или вы просто резюме отправили и все? Почему в режиме? Это в соответствии с совместно у нас принятыми позициями мы направим. Мы полностью указали его паспортные анкетные данные. Я думаю, ответ мы
киргизская сторона официально получит. И дальше будем продолжать работу по выявлению, если этот факт подтвердит, что он оттуда убыл, будем работать по поиску места нарушения государственной границы. Простите, физически могут сотрудники погранслужбы отправиться в место предполагаемого укрывательства Кудебая? Они могут, например, в Бишкек поехать, там какие-то другие территории? Или вы будете просто ждать ответа и уже по ходу? Мы будем ждать ответа. А если получите положительный ответ, вы выедете на место, да, И в рамках предполагаемого? взаимодействия мы будем отрабатывать с соответствующими государственными органами соседних. А у Кыргызстана есть, минуточку, у Кыргызстана есть договор с Казахстаном, он выдает? Выдача будет, экстрадиция возможно? Юридически есть? Экстрадиция с Кыргызстаном есть юридически. Скажите, пожалуйста, экс-глава ТЭЦ Тараза Мауленов, есть информация, что он также сбежал, потому что он не является на суды. Есть ли информация у погранслужбы, что он пересекал Нет, у меня данной информации в отношении данного лица нет, я вообще первый раз слышал эту информацию. Если вас интересует, вы отправьте запрос в пограничную службу, вы получите официальный ответ. Мы уточним. Он официально объявлен в розыск. Когда? Потому что последнее заседание он не приходит. Несколько уже заседаний суда он не посетил. Нет, запросов в пограничную службу за проверки данной информации еще нет. То есть от МВД не поступало? Нет,